одну заявку, в составе которой для участия в конкурсном отборе будет только один проект по направлениям, предусмотренным нашим порядком. Организаторы конкурсного отбора в день подачи заявки на участие регистрируют ее в журнале учета заявок в конкурсном отборе и выдает заявителю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. Кроме того, мы как организаторы в течение приема заявок ежедневно будем размещать на официальном сайте Министерства экономики информацию о тех заявках, которые поступили. То есть каждый день после 16 часов такая информация будет размещена на сайте в нашем разделе «Социально ориентированные коммерческие организации, конкурсы, реестр заявок». Это было ваше пожелание, высказано в феврале месяце, и мы, соответственно, уже откорректировали. Далее, организатор конкурсного отбора в течение 7 дней от даты регистрации заявки проводит предварительную оценку на соответствие тем требованиям, проверяет полноту комплектности оформления заявки и соответствие требованиям и срокам предоставления. Соответственно, на основании этого оформляется заключение о допуске либо недопуске заявителя к участию. Дальше также заявитель должен соответствовать требованиям. Организация должна быть зарегистрирована на нашей территории Республики Коми, осуществлять свою деятельность в соответствии с уставом и в соответствии с 7-м федеральным законом о некоммерческих организациях, соответственно, федерального значения и 127-м РЗ республиканского значения. Допустимы организационно-правовая форма, общественные и религиозные организации объединения, общественные фонды, некоммерческие партнерства, частные учреждения, автономная некоммерческая организация, фонды, ассоциации, союзы. Также необходимо будет подтвердить отсутствие в отношении заявителя начала 2000 рублей. Внесение заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных проектов, должно быть в размере не менее 20% от общей суммы расходов на реализацию проектов. Далее мы это называем собственный вклад. Собственный вклад включает в себя целевые денежные поступления, источником которых не являются услуг труда добровольцев, которые рассчитываются в соответствии с нормативами, которые утверждены нашим министерством. Отсутствие факта нецелевого использования заявителем предоставления радиосубсидии. То есть, если накануне в предыдущих годах было выявлено несоответствие, нецелевое использование, то, соответственно, будет отказано. Также заявитель должен реализовать проект по одному из 14 направлений. Если заявитель соответствует всем требованиям, то организатор оформляет заключение о допуске к участию. Если не соответствует, то, соответственно, о недопуске, которое в течение 3 рабочих дней должно быть оформлено и направлено заявителю. Далее организатор конкурсного отбора в течение 3 дней от даты оформления заключения о допуске направляет копии заявлений и проекта в орган исполнительной власти, по которым возложена координация и регулирование деятельности, соответствующих приоритетным направлениям. Соответственно, если мы говорим, что был представлен проект в области здравоохранения, мы отправим Минздрав. Минздрав рассматривает, предположим, орган исполнительной власти, и в течение 5 рабочих дней от даты получения, соответственно, на основании методики оформляет отраслевое заключение и направляет его в наш адрес. И следующий организатор конкурсного отбора в течение 5 дней от даты уже отраслевого заключения рассматривает предмет на экономическую обоснованность и реалистичность запрашиваемой суммы. Субсидии. С учетом вышеизложенного организатор рассчитывает предварительную сумму субсидий заявителям. При распределении средств, предусмотренных в республиканском бюджете, расчет предварительных сумм субсидий осуществляется по формуле, которая утверждена порядком. Заключение на предмет экономической обоснованности, а также формами экспертного заключения представлены на слайде. Организатор конкурсного отбора в течение 3 дней от даты подготовки расчета предварительных сумм направляет в комиссию экспертные заключения по всем проектам, поданные на конкурсный отбор, по которым вынесено заключение. И, соответственно, после этого комиссия в течение 10 рабочих дней от даты получения рассматривает, устанавливает минимальный уровень итоговой коэффициент эффективности проекта и с учетом итогового коэффициента уже выносит заключение о признании проекта прошедшим либо не прошедшим конкурсный отбор. Заключение комиссии о признании проекта прошедшим, не прошедшим, о возможности предоставления субсидии уже в течение 3 дней от даты его вынесения мы размещаем на сайте официальном Министерства экономического развития. Организатор конкурсного отбора на основании заключения комиссии по признанию проекта прошедшим, не прошедшим конкурсный отбор и его возможности, невозможности предоставления в течение 3 дней от даты его готовит и направляет письменное уведомление заявителю о принятом решении.
Затем с победителем будет заключаться соглашение и перечисление средств самой субсидии. Надо отметить, что соглашениями предусмотрены в том числе условия, устанавливающие порядок и сроки предоставления отчетности от использования субсидий. То есть очень часто бывает, что при получении субсидии возникают сложности уже с ее отчетностью. Мы в раздаточном материале вам раздали рекомендации, которые у нас утверждены 2014 и 2016 годом. Они практически у нас не меняются. С 2014 года не было никаких изменений. Поэтому просим обратить ваше внимание о том, там четко рассказано, как должно быть, приведены примеры, как это должно быть сделано. Значит, обязательство заявителя по внесению собственного вклада – это обязательное условие. Заявитель по соблюдению сметы планируемых затрат реализации проекта за счет средств субсидий, которые он получает, а также собственный вклад. Должно быть четко все расписано, что является денежным, что не денежным вкладом. Обязательства заявителя по финансированию мероприятий проекта за счет собственных средств, источниками которые не являлись. То есть мы говорим о тех 20%, которые должны быть долей софинансирования в получении этой субсидии. Типичные недостатки проектов. Сдаются они не в срок, сдаются они не по форме, не полная комплексность заявки. Наличие задолженности по налоговым сборам более 2000 рублей. Отсутствует информация о контингенте участников, на который рассчитан проект, о штате сотрудников, о их квалификации, о материальном стимулировании проекта. Цели и задачи и ожидаемые результаты не соответствуют приоритетному направлению проекта. Планируемые затраты на реализацию проекта не соответствуют целям, задачам и мероприятиям проекта. То есть изначально то, что пишется в проекте и что в итоге получается, на самом деле, когда мы начинаем сравнивать, очень много на этом и ломается. Вкратце у нас все, то есть норматив, который у нас предусмотрен нашим постановлением, мы расписали, попытались объяснить в каких количествах днях, что получая на самом деле проект, мы обязательно согласовываем с органом исполнительной власти и потом уже делаем оценку по представленным вам расчетам, по представленным вами видах работ и принимаем уже окончательное решение совместно с комиссией. В комиссию входит 50% общественников. Сейчас идет в данный момент согласование и, соответственно, представители тех же самых органов власти. То есть у нас нет субъективного подхода, рассматривается комиссия, сидят что и как. Вкратце у меня все. Благодарю за внимание. Наверное, будет много вопросов. Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы? Я понимаю, новое руководство оценки поддержки, поэтому естественно, может быть, не в курсе о том, какую с 2013 года буквально общественники, в моем лице меня очень многие поддерживают, пытаются Министерство экономики сдвинуть с некоторых мертвых точек, которые вот как раз идут в организацию этого грантового конкурса. С одной мертвой точки наконец-то сдвинули, что, будем говорить, заявки будут с этого года публиковаться в интернете. Прошло всего, будем говорить, с 2013 года, совсем немного лет прошло. Вот. Хотелось бы, чтобы произошли и другие сдвиги, чтобы Министерство экономики наконец взяло свое равнение на президентский грант, на его организацию. То есть взяло за основу не какие-то вот удобные для министерства принципы, вот, а именно то, как нужно и как правильно организовывать грантовские конкурсы. Приведу конкретные примеры, которые привожу на каждом гражданском форуме, на каждой встрече с министерством, пишу письма, но министерство отписывается, если вам интересно, вот эта стопка переписки с министерством, своими выступлениями и так далее. Вот. Это отчет о внесении собственного вклада. Вот я считаю, что это очень труднособираемый и очень унизительный для некоммерческих организаций форма отчета, потому что отчетом о внесении собственного вклада является выполненный проект. Президент выделяет почти 4,5 миллиарда рублей на проведение грантовских конкурсов. Он доверяет некоммерческому сектору и ни с кого не спрашивает отчеты о внесении собственного вклада. Наша Минэкономики выделяет 3 миллиона рублей и настолько не доверяет некоммерческим организациям, что просит отчет о внесении собственного вклада. Если интересно, я потом вам лично, не буду всех утомлять, расскажу, как и что и почему сотрудникам, бывшим, по крайней мере, я не знаю, работают они или нет, интересно была такая информация. Считаю, что вот эту позицию, Галина Анисимовна, вы себе тоже включите в план работы, чтобы ее убрать, внести изменения в постановление нашего правительства. Это несложно сделать.
нужно обязательно убирать. Тем более, что во многих регионах, в том числе в Архангельской области у наших соседей, этого пункта нет. И представители нашего министерства выезжали в Архангельскую область за бюджетные деньги, за деньги налогоплательщиков, изучали опыт Архангельской области, но решили идти своим путем, то есть гнобить общественные организации. Я считаю, что это именно гнобить. Вот. Дальше. Когда мы, наконец, придем к тому, что, как на президентский грант в этом году, заявки тоже можно будет подавать в электронном виде. Не только, говорит, форма, что вот мы сдали заявку, но и чтобы подать ее можно было в электронном виде. Вы смотрите, 6 с лишним тысяч заявок. И каждый день, будем говорить, комиссия по заявкам на президентский грант отслеживала, сколько заявок подали, сколько допущено, сколько не допущено, какие замечания. Только в электронном виде. Да, и только в электронном виде. Зачем эта бумажная волокита нам? Мы живем все-таки в 21 веке, а не в 19. Давайте мы все-таки сделаем шаг вперед. Ну логично же, правда? В год экологии. В год экологии как раз. Ну, все правильно, да. Тем более, да, будем да. Бумагу, да. И последний пункт, который я считаю очень важным. Вот несколько изменилось у вас это предварительный отбор, да. Вот как это происходит, опять же, я делаю отсыл к президентскому гранту. Не куда-нибудь, не к дяде Васе какому-то, а к тому гранту, на который должны равняться все наши грантодатели, будем говорить, тем более грантодатели от власти, да, вот, соответствуют или не все. И на этом вот предварительный отбор заканчивается. Если все документы соответствуют, то тогда документация передается конкурсной комиссии, и она уже решает, куда допускать, кто выигрывает грант, получает грант, а кто не получает. Система гораздо проще. Нет дополнительной работы каким-то там министерствам, которые продвигают свои какие-то, своих протеже, которые вот который год подряд выигрывает грант там, на сотни тысяч рублей, какая-то газета, которая как спам из почтовых ящиков выкидывается, а на нее по 500 000 рублей каждый год выделяется. Вот. То есть упрощать надо, это и вам упрощается работа, и министерством упрощается работа, не надо возлагать на них. И возрастает роль общественной палаты нашей республики. Правильно. То есть она становится так же, как и общественные палаты Российской Федерации в данном конкурсе. То есть она становится активным участником, а не то, как в прошлые годы приносили готовую стопку документов, вот мы уже все отобрали, вы только подпишитесь, мы уже конкурс весь провели. Такого быть не должно. Давайте вот вы, как новый человек, вот примите вот эти рекомендации от общественников. Мы не первый год это высказываем. Поддерживает меня коллектив общественников? Да. Нет? Видите, я не придумал, вернее, это. Пойдите навстречу, ведь ваша функция основная – это поддержка все-таки некоммерческого сектора, а не то, чтобы вот поставить его в такую… Удержка в позе, да. Все хорошо, ну какой урод, ну как сидит костюмчик, да? Вот не выкручивайте нам руки, нам и без того тяжело. Хорошо, давайте, если вам нужны консультации, то я готов помочь вам с этим делом в любой момент. Да, общественная палата. То есть, пожалуйста, мы открыты для диалога, идите навстречу. Хорошо. Хорошо, я вас услышала. Пожалуйста, коллеги, есть еще вопросы? Толст Первомай, председатель. Можно я с места? Можно, так удобнее. 2 раза мы подавали на поддержку гранта в 2014-2015 году и сталкивались с такими моментами, что, допустим, для сельских поселений, ТОСов, сельских поселений, коэффициент выше, чем городских. Я считаю, что это неверно и неправильно, то есть городскую и сельскую территорию надо развивать одинаково, хорошо, качественно и привлекать деньги туда и туда. И, то есть убирать вот эти вот коэффициенты, где-то больше, где-то ниже, они должны быть одинаковые. Мы уже поправили. Правильно? Теперь одинаково. Спасибо. Есть еще вопросы, предложения? У меня вот предложение есть, вот те предложения, которые я внес, обязательно включить в протокол и осуществлять контроль. Что сегодня 5 социальных проектов из КОМИ фонд Тимченко поддержал. Было подано всего 148 из 10 регионов Северо-Запада на сумму грантового пула 4 959 000.
Конкурс создан для поддержки проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание помощи пожилым и приобщение к активному участию в жизни общества. Так вот, 150 тысяч получит проект «Моя деревня» на подготовку к празднованию 300-летия деревни Серию в Удерском районе. Из республики 40 заявок поступило на получение гранта, и из них до участия в конкурсе допущено 22 заявки. Экспертная группа отобрала из них наиболее интересные, жизнеспособные 5 проектов на сумму 705 тысяч рублей из КОМИ поддержаны. И помощь в подготовке проектов ТОСов оказала ассоциация ТОСов. Вот он, человек, который возглавляет, и Совет муниципальных образований. Поэтому ему слово. Пожалуйста. Я прошу прощения, вот вы выступали, сказали о том, что нам необходимо ко мне пути разморозиться и так далее, да? Значит, но если вы слышали, то я в выступлении своем говорила, что у нас готовится проведение первого форума общественных советов и некоммерческих организаций. Я думаю, на этом форуме... Ёб тронулся, весна наступила. Соберем Возможно. в гораздо большем составе, и лед тронется, да. Может, и... Да, так мы бы замороженные до сих пор еще. Это первые лучики вот сегодня, возможно. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Дмитрий Владимирович, руководитель Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми. Елена Викторовна, спасибо. Лучшего начала для выступления, наверное, быть не может. Перед тем, у меня доклад краткий, он только о деятельности ассоциации, а перед этим несколько от себя комментариев о предыдущих вопросах, о ремарке. Было спрошено, все ли согласны, все сказали да, но от себя добавлю, ну не все. При всем уважении, вот о возможности электронной подачи заявок согласен на 100%. Такая возможность должна быть, наверное, в какой-то мере это для кого-то будет проще. Ну, там, не факт, что кто-то наоборот из-за электронной подачи что-то там недопошлет, а на бумаге вы проверили. Ну, то есть надо всеобъемлющий вопрос рассматривать. И еще там 2 предложения было. Отчет о внесении собственного вклада, как-то это отменить, я не согласен. По-моему, все нормально. И о предварительном просмотре, да, там, на предмет того, полная ли комплектация. А если бы мы с вами проявляли внимание должное к подаче проектов на конкурс и приносили проекты, условно, в первый день, то, ну, думаю, меня поправят, то в течение 5 дней нам бы, наверное, сообщили, что у нас недокомплект, и у нас была бы возможность донести документы. То есть фактически, если мы уделяем должное внимание подаче своего проекта, если мы действительно хотим, чтобы он победил, то мы его несем не в последний день, а в первый. Ну, правильный, да? Ну, на мой взгляд, принести проект в последний день, там чего-то не хватает, срок приема подачи документов кончился, а потом обвинять организаторов, но это немного неправильно, это лукавство. Никто вам не мешал подать проект в первый день, сроки известны заранее. Это, ну, то есть, на мой взгляд, система критикуется, ну, немного излишне. Конечно, там, стремление к совершенству – это какие-то изменения, меняться нужно, но это тоже, на мой взгляд, нужно делать правильно. Когда мы не пользуемся нашими возможностями, это вина наша, а не тех, что нам кто-то не помог. Вот об этом нужно помнить. Начну об общих вещах. Сегодня третий сектор в виде некоммерческих организаций и общественных объединений имеет большую перспективу развития и потенциал для роста. О поддержке гражданской активности в целом и конкретно некоммерческих организаций регулярно в своих докладах говорит президент. И вот это вот начало, оно в том числе адресовано просто для гражданских активистов. Если у вас действительно хватает инициативы для каких-то серьезных дел, создавайте некоммерческие организации. Они будут поддерживаться в ближайшие годы. Создавайте обязательно. Да, для реализации этой поддержки создаются даже новые инструменты и способы. К примеру, да, все актуальнее становится тема того, что социально ориентированные некоммерческие организации могут становиться поставщиками государственных услуг. Вот.
эту тему, пожалуйста, призыв, изучайте, это дополнительный способ финансирования деятельности некоммерческих организаций. Ну, у нас сегодня другой способ, в приоритете это именно гранты, но об этом, я считаю, как бы важно сказать. Так, теперь немного о деятельности ассоциации, те уровни финансирования, с которых мы помогаем добывать финансовые ресурсы своим партнерам. Ну, традиционно федеральный, региональный и муниципальный уровень. Федеральный уровень — это, само собой, президентские гранты, о которых уже говорили, фонды крупных компаний и их программы, подпрограммы. Ну, для примера, фонд Тимченко, мы сегодня уже звучали, фонд Потанина, фонд Олега Дерипаска, благотворительный фонд компании «Лукойл», ну и другие. В интернете предостаточно информации, все можно не называть. У них огромный перечень направлений, поднаправлений, которые они так или иначе время от времени финансируют. То есть, вот на самом деле мне трудно придумать идею, для которой нельзя было бы получить финансирование. Сегодня при должном желании можно найти средства для любой идеи. Да, и вот там конкретные примеры. Сегодня уже звучало активное поколение, еще назову программу «Культурная мозаика» малых городов и сел и программа «Добрый лед». Назвал именно те программы, в которых мы общественникам помогали писать проекты, и в итоге эти проекты победили. То есть те программы, где мы получали уже деньги, опыт есть, опыт взаимодействия с фондами, опыт написания проектов именно по их формам, поэтому кто хочет, ну, обращайтесь, мы рады всем помогать. Ну, региональный уровень — это конкурс Министерства экономики, звучало. Ну, и давайте сразу спущусь, муниципальный уровень — это программы муниципалитетов. Вот Сыктывкар сегодня уже выступал. И обозначу помощников, которые помимо ассоциации ТОСов могут помогать общественникам привлекать средства для реализации своих инициатив. Это Центр инноваций в социальной сфере, который работает на базе Республиканской академии государственной службы и управления. Обращайтесь, там уже сидят профессионалы, и они отнесутся к вашему обращению в помощь по созданию, написанию проекта, ну, с душой. На самом деле, в самом широком понимании вас, вы спросите что-то одно, а вам дадут ответов на самом деле много. Так к молодежи я обращаюсь. Да, это сам Центр поддержки и развития экономики, то есть и мы неоднократно к нему обращаемся, уже 5 лет обращаемся, вот, и знаю, другие организации обращаются за консультацией, и, ну, наверное, даже не побоюсь сказать, ну, наиболее профессиональные люди в Республике Коми, они как раз в Центре поддержки и развития экономики, ну, это такой мой взгляд. И обозначу некоторые результаты деятельности ассоциации органов ТОС за общий период, кратенько, и там то, что немножко уже в этом году даже сделано. Да, за 5 лет работы на инициативу НКО привлечено более 30 миллионов бюджетных и внебюджетных средств. Создано более 100 организаций со статусом юрлица, причем это не только ТОСы, а вот в прошлом году такая тенденция появилась. Мы уже создали несколько индивидуальных предпринимателей, несколько автономных некоммерческих организаций, ассоциации. Ну, то есть тема развития третьего сектора, она живая, они уже давно, ассоциация работает не только с ТОСами. Вот, и в том числе уже помогали и гранты привлекать даже инициативным гражданам без какой-либо формы. Бюджетным учреждениям, вот в конкурсе «Активное поколение» есть такая возможность, что бюджетные учреждения могут привлечь средства. Вот, например, Сыктывкарский психоневрологический диспансер ПНИ. Они в конкурсе «Активное поколение» тоже 150 тысяч получили. Так, ежемесячно ТОС РК проводит более 200 консультаций, из которых более 50 лично. У нас такой достаточно большой трафик в кабинет. Вот, в 2017 году ТОС РК уже поспособствовал подаче, уже назывались, всего было подано более 5. Буквально в мае месяце мы выиграли грант по фонду Тимченко «Добрый лед» 1 190 000. Вот, строительство хоккейной площадки. Если кому-то нужна помощь по документации, обращайтесь, мы готовы помочь. Член общественной палаты. Дойти легко.
Дмитрий Владимирович, скажите ваши контактные телефоны, я думаю, что здесь... 8 912 177 9977. Можете просто смс писать. Пришлите, пожалуйста. Еще раз. 8 912 177 9977. Можете написать в смс просьбу прислать на какой-то электронный адрес. Пришлите. Спасибо, пожалуйста. Есть еще вопросы. Ну вот Ольга Модестовна у нас как раз стала, как говорят, клиенткой. Дмитрий Владимирович тоже хочет дать вам свои координаты. 8 908 717 70. Чуть консультацию. Он ее, наверное, настолько понятно и доступно дает, что востребована консультация. Но одному человеку это делать сложно. Но сегодня, Дмитрий Владимирович, надо уже организовывать некий, знаешь, вот пул помощников, у вас их много очень, которые действительно будут делиться опытом, а сегодня мы уже это услышали. И вчера мы были на замечательном мероприятии, где заведующая юношеской библиотеки рассказала о проекте, реализованном и привлеченных средствах за счет грантов, и таким образом юношеская библиотека города Сыктывкара стала культурным центром для молодежи. Она показала нам первые фотографии, где библиотека встретила вот годы перестройки всего, и когда вот люди беспокойны, они всегда ищут, что делать, как выйти из положения. И то, что сейчас они имеют, они действительно стали неким центром, куда ребята идут, как их на молодежном сленге, тусоваться. Там есть для этого возможность даже чай попить, даже пообщаться. Я уж не говорю, что техника и так далее, и так далее. И они расширили так сильно спектр тех услуг, которые библиотека представляет, причем пропуская все равно через книгу. Это, конечно, высший пилотаж, но на что только способны сегодня инициативные граждане, иногда диву даешься. Поэтому есть у нас с вами ресурс, включать надо вот то беспокойное, в каждом из нас живущее состояние, сделать что-то, потому что вы это можете. Но самое главное, у нас есть те, кто может помочь. А об этом только мечтать. Ну, Ольге Модестовне дайте слово. Потом, Ольга Модестовна, пожалуйста, 2 слова. Парное молоко, которое сегодня уже звучало. Туристический маршрут, деревню, глубинку нашей Родины, нашей жизни, потому что деревня, как говорят, душа России, но она почему-то забывается. Все время что-то в городе асфальтируют, что-то делают, что-то еще что-то красят, мажут, все. А в деревню... Да, Совета Усинска, Дмитрий Юрьевич, ну как бы заразился я опять общественными делами, слушаю вас и восхищаюсь, хотя сам уже не общественник. Я сталкивался всегда и до сих пор сталкиваюсь с тем, что инициатива в народе, она велика. Но, к сожалению, на сегодняшний день, сколько бы мы сегодня ни говорили о том, что надо брать гранты, нужно развивать НКО, слава Богу, есть такой Дмитрий Владимирович, который сядет, объяснит, напишет и сделает. Я уже давно говорю, что при муниципалитетах должны быть те люди, которые будут являться провайдерами этого вообще дела. Потому что в основном не берут гранты не потому, что их нет, а потому, что не умеют правильно оформить, не умеют правильно отследить. И самое главное, люди боятся последующих отчетностей. Вот если будет конкретно специально обученный человек в муниципалитете, который и будет этим заниматься, как бы мы его ни назвали, провайдером, специалистом, в каком он будет подразделении, экономическом или социальном, скорее всего экономическом, тогда у нас активность людей на получение грантов возрастет сразу же. Это очень важно, правда. И я думаю, что это направление необходимо, вот уже прям вот буквально как разъедемся, общественная палата, где бы ни была, пожалуйста, решайте с руководством администрации через общественные советы именно эту тематику. Один маленький положительный пример. Только мы нашли этого живого человека у нас, и сразу количество грантов увеличилось.
То есть пришли люди, сели и вместе составили и заявку, и впоследствии отчет. А дальше уже да. пошло. А дальше пошло, уже дальше накатано. Вот это самое главное, что нам нужно сделать, чтобы столкнуть ситуацию. Спасибо. Вот так, Галина Ильинична сейчас. Не знаю, меня услышат или нет, постараюсь говорить погромче. О каких грантах может идти речь, когда то, что делается с населением, и помочь им вряд ли кто-то может. Есть женщина, врач очень известная, еще молодая, ей сейчас 51 год. Она обратилась к нам, это общественное движение «Альтруисты». Она уже 12 лет в своей комнате в общежитии лежит скрюченная, потому что не ходить не может, она беспомощна. Ей нужна сиделка круглосуточная, которая будет ей помогать, потому что хотя бы подать руку, чтобы она могла самое необходимое сделать. Денег на это нет, у нее тоже нет денег. У нее был брат, вот вчера его похоронили, инвалид. И приехал старший брат, тоже инвалид первой группы, который уедет сейчас, ему будут пересаживать почки. Она говорит, меня все бросили. Какой грант? Но это как раз может взять НКОшка, которая будет оказывать вот эти услуги сиделок, нянь и так далее. Это не закрытая ниша в социалке. Может общественность быть закрыта. Может. Но у нас вот у нас приходят женщины, там, они с нее не берут денег, они приходят, помогают ей. А где такое количество взять людей, которые будут круглосуточно возле такого человека? Ее все знают. Все женщины с Сыктывкара ее знают. Они, когда приходят помочь, они даже отказываются деньги брать. Но где набрать такое количество женщин, которые готовы ночью и днем приходить в нужное время и дежурить возле них? Она не может быть в каком-нибудь доме инвалидов, потому что там никто не будет ею заниматься. Все понятно, вы уже не один раз поднимаете эту тему, и на самом деле вот как-то надо на каком-то уровне действительно через социалку, может быть, все-таки поднять вопрос о создании общественных организаций, которые будут оказывать вот эти услуги, поскольку они востребованы. Няни, сиделки, и вот на них как раз, да, в России очень много, Галина Ильинична, в России много примеров, и можно посмотреть на сайте Общественной палаты России, там такие примеры приводятся, как раз предоставляют услуги вот такого востребованного уровня, о каких вы говорите, именно НКО. Поэтому у нас в республике это западает. И вот мы сейчас выходим с ходатайством на Министерство соцзащиты, коротко назову, которое фактически является основным поставщиком вот этих социально значимых услуг. У них нет тоже таких услуг. И мы им будем предлагать как раз способствовать созданию вот этих организаций для того, чтобы мы действительно могли оказать помощь. Сегодня этот человек выживает за счет вот сердобольных граждан, но это не качественное жилье, проживание. Надо, чтобы человек жил качественно. Мы с вами в любой момент можем оказаться в том состоянии, когда необходима будет помощь, нам ее никто не сможет оказать. Галина Ильинична. Ну это все просчитываю. Если будет такая служба при соцслужбе, там каждый час работы такого работника настолько неэффективно дорого стоит, что они не могут этим заниматься. Но мы знаем, что это дорого оценивается, но вместе с тем это необходимо. Но ей помощь нужна сегодня, сейчас, а не когда-то там. Понимаете? Ну, в данной ситуации предложите, вот что сейчас прямо так сказать, вот ей нужна помощь, предложите, что делать? Ну вот кто-то, может быть, пожелает быть таким волонтером. Спасибо большое. Мы не в Сыктывкаре живем, мы бы каждый пошли по одной ножке посидели. Она попросила, например, мужчин, которым выносить ее инвалидное кресло, ее подышать воздухом, поскольку лето сейчас. Платить она за это не может. Но ведь это должны быть не больные люди. У нас в нашем коллективе больные, они не могут такое делать. Есть волонтерское Где она проживает? Она где пассажирская ТП. Реестр организаций, которые выделяют гранты, чтобы можно было зайти на какой-нибудь
электронный ресурс. Да, грантодатели, и посмотреть, что... Вот так фонд. А нам надо создать тоже такой фонд грантодателей, реестр. Реестр, да, чтобы можно было узнать, когда выделяются, какие организации, какие там фонды, что предоставляют, потому что, ну, президентские это понятно, наши региональные там, вот озвучили, что муниципальные тоже найти. Есть предприятия. Да, а вот очень много же их есть, вы сами говорили, а большинство о них не знает, чтобы можно было на какой-то электронный ресурс зайти и о них, о всех узнать сразу. Такое Это есть или нет? возможно сделать? Сделать это вообще возможно. На сегодня Мы думали об этом, да? Да, на сегодня мы сами вручную ведем мониторинг конкурсов и организаций, которые дают гранты. То есть мониторинг вручную. Единого реестра его, к сожалению, пока нет. Вот, но я рекомендую общественникам заходить на сайты как раз таки ресурсных центров, потому что, ну что АТОС, что другие там, так сказать, ресурсные центры, мы эту информацию в какой-то степени аккумулируем, но как бы, камень в свой огород, наверное, не всю, ни один центр на сегодня не аккумулирует полностью всю информацию о том, какие может, то, что вы саккумулировали, может хотя бы разместить на сайте общественной палаты, сделать там кнопочку, там реестр грантодателей, чтобы можно было хоть как-то ориентироваться. Мы в своем решении, коллеги, записали. Дело в том, что именно когда Дмитрий Владимирович у нас работал, нам удалось создать реестр, базу данных живых НКОшек. Это, оказывается, очень сложно. В Минюсте там много, а на самом деле работают они, нет, очень сложно определить. Так вот, благодаря Дмитрию Владимировичу мы создали такую базу данных. Понятно, что она все время должна меняться, корректироваться. И теперь мы поставили перед собой задачу, вот этот вопрос, посмотрите, предпоследний пункт, базу данных грантодателей в Республике Коми и опубликовать на сайте Общественной палаты. И вот, если нет к нему вопросов, я посажу и в реплику вашу добавлю вот такую вещь. Правильно он сказал? Что, скажем, ежегодно, почему-то на таких стабильных основаниях, без особых усилий, один и тот же грантополучатель получает стабильно хорошенькую сумму и выпускает там газетенку, по-другому я не назову, да, которая время от времени в ваших ящиках почтовых появляется, которую вы благополучно выкладываете и оставляете на подоконниках или где угодно, ну и для каких-то целей используете. Но человек ежегодно получает грант. Самое интересное, я поинтересовалась, Анна Альбертовна, а почему так? И вот у нее сегодня, если вы заметили, в ее информации прозвучала такая фраза, что они согласуют с министерством. Все очень просто. В министерство отдаешь, а больше заявок нет. И поэтому согласует эту заявку, и ему хорошо, и выполнены условия. Так вот это к тому, сегодня говорит Анна, господи боже мой, назвала Галина Ильинична о том, что нам некому оказывать эти услуги, а ведь у нас есть медицинские работники, которые тоже находятся на пенсии, которым можно и лишнюю копеечку подзаработать. У них есть навыки определенные, есть желание даже оказывать услуги. А вот собрать бы их и через грант Министерства образования там, или еще соцзащиты и так далее, сделать действительно вот такую организацию, которая бы была полезна в этом плане. То есть есть о чем думать. Так вот, ваше предложение, Михаил Александрович, оно как раз к разряду того, нам надо сформировать эту базу. Сегодня спросите, никто не знает где. В министерстве своя какая-то доля средств образования, соцзащиты, там, но у них у всех уже, я посмотрела в свое время, у них уже четко определены постоянные грантополучатели. Это очень удобно, я уже знаю, кто получает, я уже отдаю, я знаю, что я точно получу денежки. И остальным пробиться сложно. Когда будет общая база, когда будет некий такой консультативный совет при общественной палате, а его уже давно пора создать, тогда можно будет решать вопрос. И вот тогда, Анна Альбертовна, и действительно стоит внести изменения в постановление или распоряжение, чтобы через общественную палату шло согласование, вот тогда мы с вами можем отчитываться об эффективном расходовании грантовых средств. Но это вот как наше тоже предложение, если вы его поддержите, оно внесено, посмотрите, пожалуйста, ряд предложений внесены в вашей в раздатке повестки.
Пожалуйста, если есть возможность и желание, дополните еще свои предложения, чтобы мы могли дальше выработать уже аргументированное, хорошее решение пленарного заседания. Вот я бы только вот это предложение, базу данных грантодателей в Республике Коми, я бы убрал в Республике Коми, то есть расширить базу данных, не ограничиваться одной республикой, а расширить... Тогда и Российской Федерации. Ну да. Можно и так сделать? Можно. Хорошо, еще, пожалуйста, коллеги. Мы с вами работаем 2 часа. Все-таки вот мы говорили о том, что вот только что мы про согласование с министерствами. Может отменить это, вот я говорил, да, это согласование, оно просто лишняя ступенька, вот эта бюрократическая, лишний шаг, который ни к чему хорошему. Оно обязывает заниматься министерство несвойственными им делами. Они дают рекомендации аффилированным, будем говорить так, организациям, от которых это. И для чего тогда у нас комиссия? Я не соглашусь с вами. Вот смотрите, при каждом министерстве есть общественные советы. Ведь точно так же даются рекомендации, дается, что надо подправить, что надо сделать. Ведь ну, нельзя сказать, что все сухо чиновники и не смотрят дальше. Подождите, все-таки мы говорим о том, что субсидия, получаемая из республиканского бюджета, это прежде всего поддержка. Да? Вот я не соглашусь все-таки, думаю, не кого? Министерство или общественное? Нет, общественников. Тогда при чем здесь министерство? Нет, поймите, что это ведь направление идет, те же самые общественные советы, ведь это тоже вы. И общественные советы тоже рекомендуют. Не можете помочь, с общественными советами или с министерствами? Министерства направляются, они должны внутри себя рассмотреть все вместе. Вменить в обязанность с общественным советом согласовывать. Ну, это, я хочу сказать про общественный совет. Узкое направление. Я тоже понимаю согласование с министерством. Вот нет, с министерством ведь идет не согласование. Министерство только оценивает маленькую часть, актуальность в данной сфере, в которой будет реализовываться проект. И они как специалисты, если проект относится к сфере здравоохранения, кто как не сотрудники Министерства здравоохранения могут оценить актуальность этого проекта на территории Республики Коми. Вот поэтому и это только маленькая часть, ведь оценка состоит из 3 составляющих. Да. Вот поэтому мы получаем в почтовые ящики вот этот спам миллионным тиражом, на который тратятся вот эти деньги налогоплательщиков на неэффективный проект. Потому что вот это ненужное согласование. Ну, по себе, года 3 назад звонят мне из Минимущества. Мы вас включим в общественный совет Министерства имущества Республики Коми. Я говорю, ну давайте включите как общественника. Включили. Говорит, вы хотя бы раз мне после этого звонок из Министерства имущества был. Ни одного звонка. Вот так и все основные. Нет. И потом примерно так, я не забывать, что мы предоставляем субсидию из республики. Это бюджетные деньги, за которые требуют отчетности, которые, ну, действительно должны принести пользу. Конечно, они не в никуда, не на содержание идут. Вы считаете, что комиссия, которая занимается отбором вот этих значит, победителей грантов, они не могут объективно оценить? Почему? Мы и говорим, у нас 50% общественных в этой комиссии. Комиссия состоит на 50% из представителей общественных организаций и общественной палаты, и средств массовой информации, и только 50% членов комиссии это представители органов. Попадает после того, как пройдет согласование в министерство? Нет, подождите, никакого согласования в министерстве не проходит, это немножко неправильное мнение. Идет оценка из 3 составляющих. Да, прошла оценка по министерствам. Министерства сказали, вот эти подходят, а вот эти не соответствуют. Нет, они дают именно по своей заключению. Комиссии какие попадают, вот эти или все вместе? Нет, в комиссию попадают, направляются все. И идет не то, что говорите, согласование этим дать, нет, проходит оценка, все. Да, в баллах. И причем оценка ведь в баллах идет не персоналей, а то, что написано в проекте. Я понимаю. И вот о чем говорил у нас и Дмитрий Владимирович, что очень важно написать так, чтобы это было понятно всем. И когда органы исполнительной власти оценивают, они не придумывают, да, они не берут ниоткуда. Все, что написано в проекте, это оценивается и выходит балл. Вот, ну, вот это вот. Я хочу сказать, что органы исполнительной власти должны все-таки наконец понять, что это проекты общественно, социально и прочее значимые. Это проекты значимые не для органа исполнительной власти, как они оценивают это, что вот этот проектик часть нашей работы, а это проекты, которые
значимы для гражданского общества. Они А это немного разные вещи. Вот я вам приводил пример, вот еще раз приведу с этой пресловутой газетой. Сколько лет уже оценивает Минздрав или кто, что это социально значимый проект. И все выкидывают, в какой подъезд не зайдешь, в определенный день недели вот такая куча. Но они последний раз получали в 2014 году. В 2015-2016 году они уже не получают. Они уже не получали. Все, уже не были, не получали. На самом деле, услышали вас, да, было мнение, услышали. Они больше не получают эту поддержку. Моменты. Вот почему нам нужно тесное взаимодействие с теми, кто помогает писать эти проекты. Вот этот общественный аудит, мы тогда позволим себе понимать, какие получили средства, на что это НКО их использовало, что в результате получилось. Тогда у нас из года в год не будет появляться то, что вообще-то не востребовано, а денежки. Ну, что делать, потому что все-таки такой факт есть. Вот если вы считаете, что имеет смысл внести это дополнение, то мы внесем еще в нашу резолюцию. Елена Викторовна, у нас экспертный совет, 200 экспертов разноуровневых тоже, да, может быть, все-таки эти проекты, прежде чем носить там Минэк, пусть общественную экспертизу палаты, там общественные приемные главы тоже колоссальные у них там, общественные советы на местах, у нас налажена с ними работа, да, общественные советы при министерствах. Если это народный шаг, деньги для народа, как бы пусть народ и оценивает, я согласна частично, как бы, да, что, значит, министерство дает резолюцию свою, как бы, а общественное сообщество, как бы, никаких заключений вслух не дает. Я считаю, что они должны быть более открыты, как бы, да, и тогда мы получим тот результат, который нужен каждому на месте, и включим в процесс гражданского общества. Спасибо. Ну, все-таки, как говорят, вот этот аудит общественный должен быть. Да. Тогда будет понятно, что мы за это и несем какую-то тоже ответственность. Ну, будем так говорить, что много информации для того, чтобы ее еще осмыслить, мы получили, да? И поэтому мы, наверное, будем завершать. Коллеги, которые сидят вот в президиуме, Валентина Васильевна, заместитель председателя, присутствует здесь. Ваше мнение? Пожалуйста, 2 слова, да, потому что, что ж вы тут сидите такая красивая, ни слова не сказали. Спасибо. Я с большим удовольствием послушала все выступления. Я являюсь и экспертом, вхожу в состав комиссии Министерства экономического развития. Действительно, в предыдущие годы часто было так, что мы приходили уже на заключительном этапе, когда основные проекты были выбраны, и нам осталось только посмотреть и подписать протокол. И мы высказали свое мнение, что это неправильно. Надо посмотреть все материалы сами. Сейчас я работаю экспертом по экспертизе материалов на получение денежного поощрения учителями. Поверьте, это, конечно, очень сложная, очень трудная работа. И когда говорят, что все эти материалы надо пропускать через общественность, все равно оценивать должны специалисты. Потому что я, например, могу оценивать действительно учителей, а работников здравоохранения мне уже сложно будет оценить. Поэтому, конечно, я не знаю, может быть, это мое мнение, но я думаю, что какая-то экспертиза со стороны специалистов министерства, она в любом случае нужна. Подходит это или соответствует или не соответствует. Работа действительно очень сложная. Чтобы оценить один проект, одну работу одного учителя, представленную на денежное поощрение, я трачу примерно 2,5 часа, потому что вот нужно каждый критерий оценить, посмотреть и не ошибиться, и объективно посмотреть, сколько баллов дать. Поэтому я думаю, что разговор в любом случае полезен, но, наверное, он должен быть продолжен. Чем больше будет проектов и чем больше будет предложений, могут быть разные точки зрения, но всегда можно прийти к единому какому-то общему знаменателю, лишь бы было это на улучшение положения каждого человека, каждого жителя республики. Уважаемые коллеги, я считаю, что чем больше будет таких площадок для обмена опытом, для обмена практикой, для доведения информации, для получения новой информации, тем лучше. И я очень надеюсь, что это будет с участием общественной палаты, это будет такой, как сказать, приобретет более регулярный характер. Отличная идея относительно форумов. Хотя у нас есть там гражданские форумы, может быть, вот форум НКО,
гражданской активности он более будет такой практикоориентированный, да, и уже с, условно говоря, с подведением итогов, где мы были и чего мы достигли там дальше, и с вовлечением новых людей, которые бы заряжались активностью тех, которые, вот, как сегодня было сказано, с горящими глазами рассказывали о своем опыте и практике. И вот только благо для республики, вот абсолютное благо для республики. Чем больше будет, правильно сказала Алла Георгиевна, заявляться на федеральный уровень, чем больше мы будем федеральных денег сюда подтаскивать, особенно в объемах там 3 миллиона или больше 3 миллионов, ну это просто супер, почему нет? И вот однозначно мы должны поставить перед собой планку, там, быть наравне с другими регионами, догнать и перегнать, да, и ресурсы подтягивать на территории республики, в отдаленные районы территории. Это будет просто замечательно. То, что касается, я тоже была членом вот экспертной комиссии, вот, и, безусловно, некоторые там, как сказать, ну, такое там состояние, да, когда тебе кладут на стол уже практически готовый с посчитанными баллами, например, проект, ну, это немножечко такое вот коробило. Это действительно было, присутствовало. Поэтому, Анна Альбертовна, я думаю, что самый, ну, такой оптимальный вариант на сегодняшний день, это действительно использовать площадку общественной палаты. Давайте мы включим там еще один элемент, который будет, ну, не то что там балансировать или в этом плане, например, мнение министерства. Да? Степень актуальности для отраслей, вот министерства, они же оценивают степень актуальности, да, именно для отраслевой такой подход, да, условно говоря, в сфере, будет там балансироваться мнением общественников. Я считаю, что это самый оптимальный подход, надо подумать над механизмом и начать работать как бы в этом направлении, в таком формате. Ну, а там жизнь покажет, что называется. Будет видно с удовлетворением, в том числе и общественников, чтобы не было снять вот это прозрачность, чтобы никаких подозрений со стороны общественников в этом прозрачности процесса не возникало. Вот, я думаю, что однозначно это мы сделаем. Вот, а так, спасибо. Хороший разговор состоялся сегодня. Уважаемые коллеги, спасибо, что активно приняли участие в сегодняшнем нашем мероприятии. На этом оно абсолютно не закончится, учитывая, что все-таки я возглавляю комиссию в Общественной палате по работе с общественными советами и с НКО. Значит, разговор у нас на заседании комиссии продолжится. Мы проанализируем абсолютно все ваши предложения, все, что возможно отработать, отработаем. Значит, спасибо и Алла Альбертовна, потому что чувствуется, что вы все-таки слышите то, о чем говорят, и, наверное, для вас это тоже полезно, потому что ваша деятельность по этому показателю оценивается тоже. И вместе заинтересованы в том, чтобы поднять активность некоммерческих общественных объединений, как можно, как здесь сказали, как можно больше средств принести к нам в республику, а это возможно. Я в своем выступлении не сказала, но все-таки сейчас, может быть, в двух словах маленько похвастаюсь. Союз женщин Республики Коми в прошлом году тоже получил президентский грант, и ни много ни мало, это было 1,5 миллиона рублей. Конечно, были некоторые трудности, некоторые проблемы, в частности, деньги поздно пришли, надо было уже работу проводить, нам приходилось искать возможности какие-то. То есть деньги пришли в последний момент, когда, значит, вот этот период реализации этого проекта, вот буквально в последний день. То есть до этого времени деньги где-то ходили, они были, кто-то на них, наверное, зарабатывал тоже. Вот. Трудности были определенные в отчетности, но все это преодолимо, все это возможно, поэтому в этом направлении работать будем. И я думаю, что на площадке нашего форума, который состоится в конце этого года, нас будет гораздо больше.
мы уже, наверное, еще больше, может быть, внесем конкретно хороших предложений, поделимся опытом, еще в большей степени зажгем друг друга, так как сегодня сделала у нас Алла Георгиевна, когда ей захлопали. Вот. Ну и будем работать. Спасибо. Уважаемые коллеги, с вами говорила сейчас председатель Союза женщин Республики Коми, заместитель председателя Общественной палаты, но еще и председатель комиссии по работе с общественными советами НКО. Но за что берется этот человек, он доводит до конца дела. Вот этого я вам всем желаю. Коллеги, спасибо большое. Поднимите руки, а кто здесь из тех, кто гранты любого уровня уже выигрывал? Знаете, как нас много, нам надо объединяться и делиться. Успехов всем. И я напоминаю, если есть возможность помочь семье Раисы Васильевны, вот эта копилочка здесь на столе. Всего самого доброго, успехов.